Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане впервые проведена хирургическая операция методом Пембертона. Ашхабад примет чемпионат мира по курашу. Туркменский национальный институт мировых языков запустил электронное приложение «Мир Махтум Кули» и другие новости. В научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребенка впервые в Туркменистане проведена ортопедическая операция методом Пембертона, применяемого при сложных заболеваниях тазобедренного сустава. Операция была сделана ребенку в возрасте 5,5 лет Атаджану Шохрадову, жителю Лебабского вилаята, который находится под опекой благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Чемпионат мира по борьбе «Кураж» 2023 года состоится в ноябре в Ашхабаде. Соответствующее постановление подписал в четверг президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Туркменский национальный институт мировых языков имени Азади запустил мобильное приложение «Мир Махтум Кули». Это онлайн-приложение создано под эгидой Центра молодых ученых вуза для ознакомления широкой аудитории с творчеством великого мыслителя туркменского народа. Советник Японского агентства международного сотрудничества по продвижению туризма Юми Мидзумори недавно посетила Туркменистан. Ее визит имел несколько задач, в частности, поддержка японского корреспондента в освещении туристических маршрутов в Туркменистане, а также посещение туристических объектов и инфраструктуры и проведение встреч с туристическими агентствами страны. В посольстве Японии в Ашхабаде советник приняла участие в обмене мнениями о возможности двустороннего туркмено-японского, а также регионального сотрудничества в сфере туризма. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления генеральному секретарю международной организации Тюрксой Султану Раеву по случаю 30-летия образования организации. Глава государства подчеркнул, что за прошедший период Туркменистан и Тюрксой наладили конструктивное сотрудничество. В ЮАР выпали аномальные осадки. Местные жители даже рады, играют в снежки. Снегопад продолжался несколько часов. В Йоханнесбурге и Притории на дорогах образовалась гололедица. Обычно снег можно увидеть только в высокогорных районах, но в этот раз осадки выпали в городах. Правительство Франции представило программу субсидий, которая будет поощрять население ремонтировать обувь и одежду, вместо того, чтобы покупать себе новые. Такая мера, по мнению чиновников и экологов, приведет к существенному уменьшению количества отходов. Людям, принесшим вещи в ремонт, автоматически будет компенсироваться сумма в размере от 6 до 25 евро. Программа рассчитана на 5 лет, и на нее выделено 154 миллиона евро. Туркменские шахматисты примут участие в первом чемпионате мира среди школьных команд, который пройдет с 3 по 8 августа в Актау. Обладатели путевок на предстоящее мировое первенство определялись в ходе первого командного чемпионата Туркменистана, который проходил в столичной специализированной шахматно-шашечной школе с участием более 100 школьников-спортсменов со всех регионов страны. Ахал усилился лучшим вратарем киргизской премьер-лиги сезона 2022 Рахатом Джапаровым. 27-летний туркменский футболист должен помочь своей новоиспеченной команде в кампании Лиги чемпионов АФК 2023-2024. Напомним, в феврале этого года Джапаров покинул киргизский футбольный клуб Абдешата после завершения срока действия контракта. По информации портала Трансфермаркет, его рыночная стоимость оценивается в 200 тысяч евро. Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» сыграет свой первый матч под руководством нового главного тренера Курбана Бердыева против московского «Торпедо». Эта встреча пройдет в субботу, 15 июля на арене Лужников и начнется в 21:30 по ашхабадскому времени. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.